халтуров, Иронал халтуратай, Гадакуев, Манон Рамажан. Порядка 4 лет пришлось мне быть на войне. Закончил войну я командиром батальона, звание майор. После войны тоже долго служил, порядка 37 лет. Закончил службу в Центральном аппарате Министерства обороны начальником отдела. Из военных эпизодов запомнились особенно, у меня были 3 встречи 1 на 1 с немецким солдатом, непосредственно 1 на 1. Сегодняшний день для меня дорог еще тем, что к концу войны, а я закончил войну в Альпах, в Австрии, меня готовили в качестве парламентера, уже все было готово. Утром я должен был идти к немцам, но, к счастью, а иногда и говорят, может быть, и надо было, чтобы это совершилось. К счастью, война закончилась для меня. Вот, собственно, все. Спасибо. Да. Я расскажу вам с юмором небольшой наш рассказ, эпизод с войны. Так, где генерал-полковник Хатагуров объявил домашний арест 10 суток после войны. После войны? Да. Шли ожесточенные бои на подступах Европы. В данном случае шла война против направления Польши. Есть такая река Висла, где после небольшой артиллерийской подготовки мы заняли плацдарм, в том числе и мой отдельный батальон, которым я командовал. Мне было 23 года. Было очень трудно, товарищи. Нечего было кушать на плацдарме. Нельзя было подойти к берегу, потому что вся побережье, нижняя часть Вислы обстреливалась немецкими войсками. И тут появился всадник какой-то непонятный, на каком тяжелом лошади немецком. Она поднималась с берега кверху, и мой наблюдатель докладывает, что идет всадник. Я на стеру траву, смотрю, действительно хороший всадник, хорошей лошади. Потом я понял, что этот заместитель командира полка по строевой части идет, ему делать нечего, идет ко мне. Шашлык кушать. Но у меня не было шашлыка тогда, даже каши не было. Но он знал, что, конечно, приемный кавказский парень, я ему найду вообще. Я вызвал к себе сразу старшину свою и повара и сказал, как только он заявится сюда, через 20 минут подать шашлык с его лошади. Ну, он даже пришел и сказал, что я говорю, ты пришел не вовремя. В 6 часов начинается артиллерийская методический огонь, и тебе здесь сейчас не место, тебе надо уезжать. Ну, говорит, я сейчас уеду вообще. Ну, откуда у тебя мясо? Ты мне шашлыком угощаешь? Я говорю, слушай, что ты спрашиваешь? Слушай, я говорю, ты дай нам хоть 10 килограмм этого мяса для нашей дивизии там голодом. Ну, ничего, я вам дам, только никому не говорите. После того я дал команду подать лошадь полковнику. Сказали, что лошади нет. Где вы брали лошадь, полковник? А внизу, говорит, у артиллеристов. Ну, наверное, туда и, наверное, ваша лошадь. Пришел, ушел. А сейчас вам надо немедленно уходить, потому что ровно 6 часов начинается подготовка. И он ушел. Я накормил плацдарм, целый плацдарм этим мясом. Быстро, оперативно. Мясо покушали, ребят. Хорошо. Но вся беда в том, что после взятия Польши мы купались в бане.
И он идет с шайкой напротив меня. Я говорю, полковник, вы знаете, помните, недавно у меня шашлык кушали на Блаздарме? Да, говорю, помню. Вы ели свою лошадь, я говорю. Как? Я говорю, вот так. Он бросил шайку, ушел и рапорт на меня написал. И здесь после этого, значит, комдив Педагуров собрал всех офицеров и сказал, что майор Ская, объясните офицерам, как вы зарезали лошадь полковника. Я сказал, что я не зарезал лошадь, я накормил плацдарм, я говорю. Вот. И поэтому я говорю, как хотите меня судите, но этого я обязан сделать вообще. Тогда он говорит, что вам придется извиниться перед полковником, а вообще вам объявляю 10 суток ареста после войны. Вот это вот говорят, что 7 ноября 1941 года был парад. Я этот парад слушал и знал в Изюме, уже когда мы отступили до Изюма. Но было до этого у нас не менее важное событие. В 1941 году, 18 сентября, нам присвоили звание гвардии. Вот этот значок – это первогвардеец. Так что вот единственное, что в этом году, 18 сентября, прошу ко мне, отметим 60-летие нашей гвардии. Спасибо. Дорогие друзья, у меня очень давно просят слово предоставить, значит, Чабахан Харитоновна, который через 2 года будет столетие. Чабахан Харитоновна, миленькая, вам слово. Мне хочется вспомнить первый день этой Великой Победы. Я была в командировке в Туве на Шаданской опытной станции. Держала овцу в руках, определяла шерсть, качество шерсти. В это время заходит директор станции и говорит: бросайте работу и идите на торжество. Что тут было? Овца выскочила из моих рук. Я быстро переоделась и пошла на это торжество. Захожу в зал, а там уже ликование идет во всю силу. Кто поет, кто танцует, кто жесть держит с рюмкой в руке. Одним словом, этот незабываемый, никем никогда не забудется этот первый день. Разрешите поздравить всех вас, присутствующих здесь, с великим днем Победы. Спасибо. В войну вступил 5 часов 15 минут, 22 июня. Сам кавалерист. Закончил Харьковскую вторую кавалерийскую школу. Я осветил, я самородок, вообще кавалерист. Я 3-годичный за год закончил и попал на Дальний Восток. Пограничные войска. 12 июня в 1941 году. А 20 июня вступил 5 часов 15 минут с Вильгельмской кавалерией в Правобережье. Первый день я отрубил 7 голов. Полетели просто, ну ближе не видно ничего. Они сидят, потому что голов я отключил. Как мне удавалось головы сносить, не знаю. И чужих еще заколол. Это первый день. Документ есть 90-го года, когда Казакова там, осетинская обычай там. Моя осетины воска, а творили чудеса. Чудеса творили на всех фронтах, где бы они ни были. Блокнот, политический блокнот, главное политическое управление.
Ни одного дня не было, чтобы не было написано осетин. Рядовой, ефрейтор, осетин. Я не зря хожу. Я к чему это рассказываю? Я такой осетин, в горах родился, и вдруг Оказывается, в такой войне я начинаю и командовать, и сотнями и тысячами. Majorita Хастайчиналар сиди. Шодон Хайдарма Майакта Фандажан. По-видимому, я не буду лишних слов говорить, что вы достойны не только огромного внимания, не только огромной заботы, но вы достойны великих почестей, которые народ всегда дает своим освободителям. Без вашей победы, без этого Дня Победы, по-видимому, и не только нынешнее поколение, но и наши будущие поколения находились бы в порабощении. И в осетинском словаре есть замечательные слова: «Лучше умереть народом свободным, чем кровавым потом рабами деспоту служить». Это Костахи Тагуров. И разве не этими благородными лозунгами, под ними воины наши в Великой Отечественной войне в тяжелейшую годину нашей страны отдавали свою силу и свою власть? Я хочу от души вас всех поздравить, всем пожелать вам доброй заботы, доброй старости. Это ведь тоже возраст. Конечно. Потому что человек рождается один раз и уходит из жизни тоже один раз. Такова философия жизни, она не щадит никого возраста. Но сегодня мы были свидетелями замечательного, легендарного эпопея, когда вы рассказали каждый о себе. И настолько каждому из нас приятно было послушать вас. Это же ведь каждая личность, это история. Я считаю, что долг каждого из нашей диаспоры в Москве всегда заключается в том, чтобы задуматься, а что мы сделали сами для нашего народа, для нашей маленькой Осетии, если хотите, для нашей национальности, которая в тяжелейших условиях на Северном Кавказе, это все-таки единицы находится православная, ну и частично исламская религия, дело не важно, которая является форпостом для России, для нашей страны. И мне кажется, что хотя мы разбросаны по всему миру, но мы достойно представляем наш маленький народ.